у меня дед всегда вечером сядет было, сядет и давай спрашивает у кукушки, сколько лет еще осталось. И считает потом. Тык-тык-тык-тык. И вроде 2 или 3 раза там спрашивал, и все время одно и то же количество куку давал он, кукушка. И, короче, до 75 лет, наверное, он прожил. Вроде как, помнится. 70 лет ему было, я его еще за 15 километров вместо напарника он со мной ходил на лыжах по делам. 70 лет было ему. А сейчас не знаю. Сейчас люди быстро умирают. Сейчас, знаете, в расцвете сил, можно сказать, до 60 лет мало кто доживает. А правительство говорит, что у людей как дольше живут, или я не знаю, что там они говорят. И пенсию там прибавили. Вот. Это неправильно. Я считаю, это неправильно. Сейчас у людей жизнь короткая, я вам скажу. Есть потому что пример вот в селах, в районе, да и везде. Везде люди рано умирают. Этот как ему умывается. Но воды боится, я не знаю как. Я не знаю, как приучить. Я не знаю. Действительно, я не знаю, ребят. Первая собака, которая у меня не переходит речку, озера, если ручей, если ноги у него лапы не достают, уже все, не переходит. 3 метра ручей и лапы не достает, все, не переходит. Я представления не имею, как мне приучить. А если я буду выкидывать из лодки, собака будет бояться и лодки. Лодку не будет садиться. Или еще. Я буду надеяться, что самостоятельно как-то, как-нибудь перейдет. Не знаю. Да посмотрим, поживем, увидим. В общем, все, ребята, наверное. В общем, ребята, все, наверное. Буду закругляться сегодня. Снимать, ну не знаю, посмотрим. Снимать не знаю, дальше буду или нет, но сейчас я зайду и буду отдыхать. Самое главное, чтобы дождя, снегопада завтра не было. Посмотрим, какая погода будет. Ну что, ребята, время у нас 7 часов 37 минут. Я сел уже ужинать. Смотрите, какой наваристый суп. Стандартный, обычный, который я очень люблю. Тут ничего сложного. Пачковый суп, консервы, какой есть у вас, и картошка. Также у меня хлеб и лук еще в прикуску. Вот такой ужин. Покушаем. И здесь я уже постелил. Матрас нагрелся. Над печкой этот висел. Этот тоже. Этот, как сказать, тоже матрас. Ну, тоже матрас. Ну, я не знаю, как правильно. Этот даже на пружинах какая-то вот амортизация такая. Он тоже нагрелся, тепло. Сейчас по-быстрому поужинаю и буду отдыхать. Еще на улице, когда я перед камерой там что-то рассказывал,
И не хотел я вообще уже за ужином ничего там говорить. Но какой ужин у Олега без рассказов, без байки? Ужин должен быть с рассказами. И на этот раз я расскажу из своей жизни один момент. Также это не выдуманная история. Как вы поняли, я всю жизнь держал и держу собак. Раньше было и дед у меня охотился, на другую речку он ездил, тоже промышлял. Потом после него я на его месте тоже охотился. Ну, как и рассказывал, многие подписчики знают, что я с одной речки перешел на другую. Это уже совсем другая территория, где я охочусь. И где я раньше охотился, большая разница там. Вот. Но это поближе, мне удобнее. А ту избушку, где я раньше охотился, это кошмар сейчас ездить. В одиночку там очень трудно, потому что завалы там, знаете, огромные. Повороты даже. Бывало так, мы целый поворот, вот скажем, где-то полкилометра, полностью набито этими валежниками. Но это ничего, это уже рассказывал. Но для новичков тоже, вот, кто вот сейчас только подписался, вот, не знают, где, что, как я жил. А повторяться так я и не особо люблю. А дело в том, что вот начинал вот насчет собак. Давайте со мной. Сделайте бутерброд, колбасу, майонез с хлебом. И вместе покушаем, поговорим. Короче, ну, в детстве, когда я еще не промышлял ничего, но все равно с дедом мы ходили. И у нас большинство времени у нас 2 собаки было. Меняли собаки, кто умирает, кто надоедает, кто еще, но меняли собак. И у нас такой сарай был. Это сейчас уже у нас во дворе нету. Потому что мы разобрали, скотину не держим, сарай не нужен. И возле сарая 2 будки были. Ну, как обычно, из досок. Из доски. И там в одной будке собака и в другой будке собака. У одной собаки, возле одной будки, там забор был. Потому что с хлева мы отпускали коровы. С обеих сторон нам помнится. Потому что с хлева мы отпускали корову, теленка или корову, там загоняли там на луг, там туда-сюда. И, короче, день был такой. День, я не знаю, вот самые жаркие летние дни, вот июльские, наверное, дни. Щенокос вроде уже был. И, знаете, вот такая туча, ребята, вот где вот сейчас церковь, от нашего дома церковь, с южной стороны, знаете, вот тьма, туча такая идет в нашу сторону. С южной стороны, в сторону нашего села. Дед пошел в баню мыться. Уже ветер начинался, уже гроза начиналась.
И такая действительно гроза начался, вот такой, ну не гроза, а вот шторм такой вот, действительно ветер, я не знаю, но где вот мой дом, наш дом, где мы живем, и в этом же дворе дедовский дом, где сейчас родственники тоже живут. И там у нас черемухи росли, и такая полоса, знаете, вот ветер, вот где вот в тайге также вот полосой идет, валит все, и у нас вот возле дома эта полоса пошла, ветер, сильный ветер такой. Короче, прошел, черемуху свалил. Дальше пошел, у соседей там баня. Крышу аккуратно так взял, крышу вот с бревнами так перевернул, улетела крыша с бани. И так гремело, так все еще помню отчетливо, такой гром, такой молнии были. Дед говорит, я парюсь, такой удар грома, такая молния была. Я, говорит, царство ему небесное, как говорят. Я, говорит, но он лежа парился веником. И снаров, говорит, я отскочил даже, такой удар молнии было. И знаете, вот собака с собаками, короче, эта собака, вот у меня Тулан боится воды, а одна из собак боялся грозы, грома, грозы. Короче, сгоряча он спрыгнул на будку, с будки, видно, прыгнул за забор. А лапу у него не достали, и завис он там, короче, висел. Язык на бок. Короче, удавился эта собака. Вот такая история, ребят. По-разному собаки погибают там. Кто-то от болезни, кто-то... Вот эта собака погибла от своей глупости, от испуга. Но не глупость, а он просто испугался, боялся грозы. И люди ведь также вот, действительно, как и говорил в прошлых походах, там воды боятся, лифта, также и грозы. Неприятно, вот когда ты один и начнет так гром такой. Кто-то, кому-то нравится, смотрит, а кто-то боится. У нас вот я здесь старым хозяином, когда я первые годы охотился. Еще дичь была здесь, хорошая охота, удачные охоты были. И в октябрь месяц был. Такой гром в октябрь месяце было. Вот весь лес гудит, все гудит, так молнии. Но неприятно, ребят, неприятно в таких ситуациях. И такие удары тоже молнии были, что на наших путиках мы даже на просеке, вот помнится, сосна. Может быть, как-то и пройдемся там. Будет, если возможность. Ну, там, наверное, уже вырубили лес. И в ту сторону неохотно хожу. А, в общем, такая сосна была, диаметром, может, 50. И с корней до выше середины дерева, не обманываю, вот такая щель. Вот такая щель получилась. Молния так ударила в это дерево, что дерево так лопнуло. Лопнуло, и такая щель получилась. Вот такая сила у молнии. Мощная. Так что собаки тоже. Кто-то воды боится, кто-то и молнии боится. Грома. Кто-то выстрела ружья. И вот Тулан вот этого не боялся никогда. Тоже
начал, когда стрелять, думаю, убежит, не убежит. А нет. Как-то ему по барабану, он возле карабина может лечь и слушать, как я стреляю. Но какая-то слабинка все равно вот, видим, что есть. Эта слабинка вода. Вот такой рассказ немножко рассказал. Кто слушал, тот молодец. Одна собака тоже, ой, за едой не буду уже об этом говорить. Потому что предупреждали вот фищика. Но я тоже вот прислушиваюсь, присматриваюсь на комментарии, если несколько комментариев, просьба совпадает, значит все, значит не надо так делать. Это не фейк или как там модные слова, там не фейки, не хакер, не этот, как же он называется, ну, негативы, которые пишут. А именно вот, что мои подписчики, я вижу, что, ну, не надо то показывать, не надо рассказывать то, когда ты ешь. И так я присматриваюсь, прислушиваюсь. И неспроста в прошлом видео я попросил объяснение. Вот кто дизлайк ставит, вы пропишите, за что вот дизлайки. Понимаю, лайки ставят люди, им понравилось. Посмотрели, вот понравилось, как я ужинаю, как я хожу с собаками, еще что-то. А дизлайки за что? Что вот не понравилось? Мне это интересно. Вот. Мне надо исправляться. Понимаете? Или зашли, дизлайк поставили и вышли. Можно и так, в принципе, это нормально, но если чуть-чуть объясните, вот, что не понравилось, где я какую ошибку делаю, ну, мне тоже интересно. Суп нормальный, не пересолил, ничего. Очень вкусно. Яйцо надо вынести на улицу, чтобы не забыть. У меня тут 3 яйца еще. Эта посуда вообще классная. Крышка на резьбе. Порция такая, ну, не помню уже, может, рассказывал. Влезает такая порция, что вот ты, если на обед там возьмешь еду здесь, этой посудой, вполне хватает. Вот. Все, наверное, ребята, на этом буду заканчивать сегодняшний день. Сейчас я доем. Сколько влезет, я буду есть. Плотно поем. И попью чаек. И буду отдыхать. Так что встретимся завтра. Посмотрим, какой будет завтрашний день. А сегодня все, я отдыхаю. 8 часов уже. Встали. 3:30 я встал утра. И сейчас 8 вечера. Так что пора уже отдыхать.